Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, говорит: кто верит в Аллаха и конец света, пусть хорошо относится к родственникам. Бухари аль-Адаб. В длинном хадисе, переданном Амир ибн Аббасом, говорится: я хорошо знал, что все люди перебывают в глубоком заблуждении и ничего полезного не делают для других, так как поклоняются идолам. И в это смутное время я услышал, что явился человек, который сообщает чрезвычайно важные сведения. У меня появилось желание увидеться с ним, и я стал искать его. Наконец я встретил его в Мекке и тут же спросил у него: кто ты? Он ответил: я пророк. Я спросил: что значит пророк? Меня послал Аллах. Я спросил: а с какой миссией он направил тебя? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: Господь послал меня, чтобы я возвестил человечеству о том, чтобы они поддерживали хорошие отношения с родственниками. Я пришел сюда, чтобы разрушить идолов и призвать людей не предавать Аллаху сотоварищей. Следующий хадис такого содержания. Аллах повелевает: я есть Рахман. Что касается Рахима, родственных связей, то данное слово образовано от моего имени. Кто соблюдает это, тому я окажу свою милость. А того, кто прервет родственные отношения, я лишу своей милости. Сообщая о печальном положении их тех, кто перестал общаться с родственниками, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: каждый вечер перед пятницей все деяния людей представляют Аллаху. Однако благие поступки тех, кто прервал отношения с родственниками, не принимаются. Ибн Ханбаль. А также указывая на награду тем, кто соблюдает божественные заповеди, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: если вы желаете, чтобы у вас в доме царило изобилие и благо, если вы желаете долго прожить, то поддерживать отношения с родственниками. Бухари, Адаб и Муслим. Также, если родственники не хотят поддерживать связи, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, советовал мусульманам продолжать хорошо к ним относиться, невзирая на подобные отношения. В хадисе говорится следующее: кто хорошо обращается с родственниками, поступки того не считаются столь благочестивым. Настоящий подвиг – это такой поступок, когда человек упорно продолжает ходить к тем родственникам, которые не желают общаться с ним. Как известно, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, потерял отца еще до своего рождения. Затем, когда ему было 6 лет, умерла его мать. Впоследствии его воспитывал дед то отцу, то затем дядя Абу Талиб. Супруга дяди Фатимы присматривала на маленьким Мухаммедом, как за родным сыном. И даже порой она ставила его выше своих детей. Позже Фатима, ради Аллаху анха, приняла ислам и переехала в Медину. Там она и умерла. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сильно переживал это и сказал: умерла моя мать. Затем он завернул ее тело вместо савана в собственную одежду. А перед похороном некоторое время полежал в ее могиле. Сподвижники спросили:
о посланник Аллаха, вы никому так не делали, как сделала последний. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям ответил так: после дяди Абу Талиба никто мне не сделал столько добра, сколько сделала она. И облачил я в свое платье, чтобы я одели в райские платья, чтобы облегчить ей участь, я полежал немного в его могиле. Тут же Аллах сделает всех нас из числа тех, кто поддерживает родственные связи. Аминь. Аллах разъяснял Коран, и его посланник донес это разъяснение до своих последователей. Аль-Аузай рассказывал, что Хасан бин Аттая говорил: Джабраиль приносил посланнику Аллаха сунну, подобно тому, как он приносил Коран. Сунна комментирует Коран. Поэтому каждый мусульманин нуждается в знании того, как пророк понимал небесное откровение, комментировал его и претворял в жизнь его заповедей и предписания. Более того, он обязан руководствоваться этим знанием, ибо только так можно пройти прямым путем и снискать благоволение Аллаха. Всевышний сказал: берите же то, что дал вам посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам. Боитесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании. Отворачиваешься от наставлений и разъяснений пророка только заблудшие, которые отказываются идти его светлой стезей, хотя не способны выйти к свету самостоятельно. Айюб ас-Сахтаяни говорит: если человеку рассказывает о сунне, а он говорит: прекрати, расскажи нам лучше о Коране, то знай, что он выпал в заблуждение и вводит в него других. Ислам не различает между велениями Аллаха и его посланника, потому что пророк Мухаммед ничего не решал без повеления своего Господа. Поэтому правоверный обязан полностью покориться их воле и быть убежденным в справедливости их решения и суждения. Коран гласит: для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и его посланник уже приняли решение. А кто ослушается Аллаха и его посланника, тот упал в очевидное заблуждение. Это значит, что между решениями и словами Аллаха и его посланника не может быть никаких противоречий. Имам Аш-Шафи говорил: хадис не может противоречить Корану, но может разъяснять его смысл, который бывает конкретным или общим, отменяющим или отмененным. Эту важную роль хадисов признают все проведение богословов, как ранние, так и поздние. Яхья бин Абу Касир говорил: сунна вносит вердикт о Коране, а Коран не вносит вердикт о сунне. Аль-Аузай говорил: Коран нуждается в сунне, а сунна не нуждается в Коране. Подобных высказываний много, и все они свидетельствуют о важной роли сунны в понимании истинного смысла Божьих откровений. Эта роль не ограничивается только толкованием аятов и
классифицировать ее можно следующим образом. Сунна поддерживает Коран, поскольку первоисточником коранических аятов и хадисов пророка было откровение, эта роль сунну совершенно очевидна. Многие достоверные хадисы совпадают по смыслу с кораническими аятами и подтверждают их. В качестве примера можно перевести высказывание Всевышнего: «О сын Адама, облекайтесь в свое украшение перед каждой мечети. Ешьте и пейте, но не будьте расточительны, ибо он не любит расточительных». Его смысл предлано ясен и подтверждается словами пророка: «Ешь, пей, одевайся и раздавай милостную, но делай это без расточительства и высокомерия». Спасибо за внимание. Тахияту лякум, ассаламу алейкум ва рахматуллах. Спасибо, очень интересно. Пожалуйста, вопросы. Sizdə bu məlumatlarını kullanasınızmı bu nədə institut folkloristikada deyəndə? Yo, это Leksiyalardan ilərdə. Это не институт фольклористика, это меня пригласили, говорили, это симпозиум про ислама. Я сочинил это о других. Мой докторский тезис, это ислам и фольклор. А кандидатский было ашубский, суфийский, это тасафуф есть, а я про этого был. А как я панели сказал, я много читал, как вы, много ходил, я не нашел, который, что нам надо было. А потом Аллах хидаят дал, значит, мне надо было изучить Коран, Ислам, Сунна. Альхамдулилlah, это насиб ксмет, я это начал. Мне очень жаль, что наши аксакалы еще играют это, как говорят, мультфильмы. 90-100 yaşa geldiler. Yani hakkı batıldan ayrılmaya çaba göstermediler. Çok maalesef bu şeyler bizi üzür. Bu tekçe Tataristan'da, Azerbaycan'da değil, bütün İslam dünyasındadır. Ben orada söyledim Rusça, şimdi Türkçe söyleyeceğim. Millet termini 19. yüzyılın sonlarında yarandı. Halk terimini bildiğiniz gibi Stalin'in getirdiği terim, narodnus. Bunlar ümmeti birbirinden ayırmak için milletler falanlar, milletin içinde milletçi inancılar, akideler, bunlar yarandı. Mesela Ərəbdə Vahabizm yarandı, Fulanda o Havarislər yarandı, Rafidi, bunlar hamısı bu milletçiliğin törəmələri. Ancaq bizə lazımdır ki, bugün ümmət olmaq, Allah'ın gönderdiği sunnuya riayət etmək, bu hakkı batilden ayırmağın vakti gelmiştir. Bugünleri oturup Amerika'da konsepsiyalar, nezeriyeler yaradırlar. Şamanizm, ne bileyim örfler falanlar. Tarihi de bilmek gerektir. O dakik teknik elimler ayrı, o elimleri de öğrenmek gerektir. Çünkü bizim dinimiz, bizim peygamberimiz bize oku, öğren emredir. Prikaz buyur. Учись, а то молиться. Eğer sen bir şey bunu öğrenmeden, bilmeden, твою молитва это уже cahil, yani hurafat olur. Öyle mi hocam? Hurafat olur. Anlatabilirsen mi Tatarca'da? Kurafat bölümünü ne yapıyoruz? Eğer sen ilimin olmasa, ilmin olmasa, ibadetin de, senin namazın da hurafat olur, mevhumat olur. Ona göre o kardeş o şeyler imanın şartlarını söyledi ya. Orada bir şey var. Tehdikat, isledvat, izuçat, öğrenme. Bir dini yaxşı öğrenmesin, o hiç gereksiz bir din olur. Çünkü değil hadisler ki
İlim galimin elinde, galimin dilinde ilimdir, faydalıdır. Cahilin elinde o bir yaderine arujadır. İşit neden yarandı? İşit kak ukazında bol hadisi. Ancak onlar cahil, ilimsiz oldular. Onlar ilmi bilseydiler ona gitmezler, havariç yoluna çıkmazlar. Öyle mi hocam? İlim gerektir. İlim her zaman gerektir. Biz Müslümanlara ilim vaciptir, ferzdir. Allah razı olsun. Спасибо. Как отношения официальные в Азербайджане? Если университеты исламские, государственные, как бы, Есть Азербайджане университет был исламский, сейчас новостроили Илахият институту. Там изучают не только ислам, teologiya, diğer dinler, başka etikadlar öğrenilir. Var, mescitler var, büyük mescitler var. медреселер. Medrese var, azdır. Burası değildir. Azerbaycan'da 3-5. Azerbaycan takoy prekurasya da bilirsiniz. O bir coğrafi şey olarak Sovyet dağıldıktan sonra orada bu dini şeyleri çok böyle kapmalar geldiler. İran buradan girdi, Arabistan buradan girdi. Türkiye maalesef Diyanet az geldi ama bir FETÖ Nur geldi, Nurçular geldi. O biraz şey ama şimdi düzgün yol bulunmuş, devlet özü ona şey değil, nezaret vardır. Yani Hanefi mezhep orada da esas mezhep, akide olarak orada da tatbik olunur. Yani mescid imamları, hazretler bu şeyde Hanefi mezhebinden seçilir. Bir de Şiitler var. Onlar da öz şeylerinde, öz işlerinde. Ortalıqını tutamam onda. Ortalık hele ki bu biraz şeydi orada. Çünkü bizim idarenin reisi de biraz şeydi, daha Şiitlerdi onlar. Ama veruşuyum onu ehli sünnet. Который мечеть ходит, который намаз читает, это ehli sünnet. Спасибо большое, очень интересно.